Уже вторую неделю на российских телеканалах появляются ужасающие истории, главные герои в которых дети, которые попробовали конфеты с опасной начинкой. Накануне в интернете появилась информация о том, что конфеты с содержанием наркотиков появились и в Абхазии, и якобы уже даже попали в руки школьников. Все ответственные службы занялись проверкой данной информации. А что из этого вышло, смотрите в нашем репортаже. Отказаться от конфеты – своего рода проверка на прочность для каждого ребенка вне зависимости от возраста. Эту особенность детей хорошо знают родители, потому они забили тревогу первыми, когда в социальных сетях стали появляться подобные фото и даже видео. Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Как тебя зовут? Вот. Вообще, Данил, смотри, сколько пальцев. Видишь, сыночек, ты даже не реагируешь. Ситуация осложнилась, когда в придачу к фотографиям стали пересылаться голосовые сообщения с уточняющими подробностями. В них некие анонимы с ярко выраженным местным акцентом называют определенные фамилии детей, якобы пострадавших от передозировки наркотиками, потому что попробовали опасные конфеты. Данная информация в тот же день поступила в правоохранительные органы для дальнейшей проверки на достоверность. Инспектора по делам несовершеннолетних проводили проверку. Экстренную проверку в средних общеобразовательных учреждениях, беседовали с директорами школ, заучами по воспитательной работе, с психологами. В управлении образования города Сухум было созвано экстренное совещание, на котором были рассмотрены поступившие ранее информации о том, что якобы распространялись наркосодержащие вещества в виде жвачек и конфет. Но подтвержденных данных фактов не было. В рамках экстренной проверки также были изучены журналы медицинских учреждений Абхазии, в которых фиксируются данные о поступивших пациентах. Эту информацию нам подтвердили и в Министерстве здравоохранения. Вчера был сделан запрос по всем лечебным учреждениям Республики Абхазия, в том числе и ведомственных, и неподведомственным нам учреждениям. По случаю поступления в данное учреждение детей младшего возраста и подростков. Ни в одном учреждении в нашей республике не было зафиксировано данного поступления. За последний месяц подобной, да и вообще, то есть такой ситуации вообще не было. В Министерстве просвещения, в свою очередь, также организовали экстренную проверку информации. По мнению специалистов, данные сообщения являются фейком и направлены на дискредитацию системы образования республики в целом. Видим спланированный такой последовательность действий, в котором называются фамилии, дескать, пострадавших от приема наркотических веществ, называются определенные образовательные учреждения, дескать, в которых это произошло. Все это приводит к одной мысли, что это такое запланированная акция с целью нагнетания обстановки и создания атмосферы страха среди родителей, страха за своих детей, с целью создания такой атмосферы беспомощности государства и государственных органов, ответственных за безопасность учащихся. В Министерстве просвещения усматривают связь данного инцидента с недавними сообщениями об избиении подростков в одном из учебных заведений страны, факт которого также не был подтвержден. Мы написали обращение в органы госбезопасности и МВД республики с тем, чтобы они провели расследование на предмет того, кто в данном случае занимался подготовкой, распространением, кто источник этого всего. То есть мы видим очень такой серьезный такой информационный накат на систему образования. Спустя почти сутки после появления информации об опасных конфетах ответственные службы продолжают экстренные проверки и профилактические мероприятия в республике. Тем временем слухи о распространении сладостей с содержанием наркотиков все еще актуальны в обществе. Досконально подошли к изучению информации и сами школьники. Что рассказывают эти дети? Обычные страшилки или реальные истории, услышанные от сверстников? Сразу определить сложно. Слышал, что это дешевый китайский синтетический наркотик. При употреблении его кости начинают разлагаться, и человек вообще ничего не соображает. И да, язык тянется, ребенок, когда разговаривает, у него язык как-то начинает тянуться. А откуда ты это узнал? Распространяют по интернету, что будьте осторожны,
не попадайтесь на эти уловки. По настрою ребят видно, с ними уже проводили нравственные беседы преподаватели. Как раз сегодня после уроков сказали, что ни в коем случае не должны брать эти конфеты, никому ничего, когда просят передать, никому ничего не передавать, вообще в руки не брать. Лучше просто сразу говорить кому-то или взрослым, или кому-то еще, чтобы им подошли, и чтобы в школу больше сюда не приходили. И вообще этого не стоит делать, потому что впереди еще вся жизнь. Надо заниматься спортом, чего-то нужно добиваться, а наркотики это просто попробовал, и все, это уже зависимость. Непонятно, когда ты умрешь, ты можешь умереть сегодня, можешь умереть через 2 дня, через неделю. О том, что случаи с распространением наркотиков в учебных заведениях России далеко не миф, открыто говорят не только с экрана телевизора. На специальных собраниях родители предупреждают о существующей опасности, рассказывает Марина Варламова из Волгограда. Всех оповестили родителей в Волгограде, что в нашей школе было зафиксировано уже 25 случаев, когда детям предлагают конфеты, содержащие химические наркотики. Ну и поэтому просьба ко всем родителям была со стороны учителей не знакомиться, не брать никаких предметов, конфеты, жвачки. То есть у нас идет полное оповещение в разных школах. Услышав информацию подобного содержания, большинство жителей страны уже серьезно поговорили со своими детьми. То, что у других ничего брать нельзя, у чужих, это они у нас знают чуть ли там еще до 1 класса. Сейчас мы им просто это повторили, что у вас у всех свое все есть. Если вы кого-то близко знаете, если учительница есть рядом и она разрешает, можете взять и сами угостить, и у этого человека взять. Если человек вам абсолютно не знаком, неважно, даже если он из вашей школы, не берите. Все, что вам требуется, мы можем вам дать. А тот, кто не успел этого сделать, обязательно должен провести беседу с ребенком, вне зависимости, достоверная информация о распространении опасных конфет или нет. Угроза наркомании в обществе существует всегда, отмечает психолог Илана Кортуа. Обязательно доступным, понятным детям языком доносить до них информацию, чего стоит избегать и почему. Вот здесь очень важно не просто запретить ребенку, давай ты не будешь там принимать конфеты, которые тебе предлагают, или что-то еще, допустим, или принимать приглашение от какого-то человека. Важно объяснить, почему этого не стоит делать, какие могут быть последствия, какие существуют опасности и так далее. И одно дело, что очень важно, что мы сообщаем, информируем детей, объясняем им, но еще очень большое значение имеет то, как мы это делаем. И, естественно, делать это нужно, желательно, спокойно, уравновешенно и понятно. У подростков очень важно формировать навыки сопротивляемости давлению со стороны, объяснять значение индивидуального мнения, ведь иногда сказать «нет» значит продолжить жить в направлении счастливого будущего. А в случае, если ситуация вышла из-под контроля и родитель не может подступиться с разговором или советом к ребенку, то во избежание непоправимых последствий следует обращаться за помощью к специалистам. Амилия Бисмарк, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.